Первых пассажиров нового рейса в аэропорту Казани в этот раз встречали без водной арки, как это бывает согласно авиационным традициям. Минувшей ночью делать этого не позволяла погода, холодно, но традиционный чак-чак пассажирам преподнесли по всем обычаям. Первым рейсом из Еревана в Казань прилетело около 100 человек. Встречают по всем национальным традициям в татарских костюмах, с чак-чаком и памятными подарками. Раньше добираться из Казани в Ереван без пересадок было невозможно. Приходилось летать через Москву. Это и затратнее, и дольше. Сейчас время полета всего 3 часа. Это в 1,5 раза быстрее. Сюда с детьми прилетела. Очень обрадовалась, что прямой рейс. Спасибо большое, что открыли. Теперь будем часто лететь. Очень удобно то, что появился прямой рейс. Быстро долетели. Спасибо всем авиакомпаниям. В Казанском аэропорту не только встретили, но и проводили первых пассажиров прямого рейса. Семья Андреасян живет в Татарстане, но в Армению летает постоянно. Теперь добраться еще легче. Часто ездил. А сейчас вообще буду часто ездить. Прямой рейс. Первый самолет был заполнен примерно на 70%. Это говорит о хорошем потоке нового маршрута и со стороны Татарстана, и со стороны Армении. Речь идет о том, что здесь все-таки более 10 тысяч армян живут. Не говоря уже о таких городах, как рядом Йошкар-Ола, Ульяновск, Чебоксары и Ижевск. Здесь цены будут намного дешевле по сравнению с другими регионами. Регулярность авиасообщения напрямую зависит от спроса. Так, проанонсированный авиарейс в Тегеран открыть пока не получилось. Продаж билетов практически не было. В аэропорту считают, с рейсом в Ереван такого не произойдет. Вот этот рейс, он сейчас будет очень популярен среди наших граждан. По крайней мере, все к этому есть. Всего лишь 3 с небольшим часа, да, и вы находитесь уже, по сути, в другой дружественной нам стране. Из которой в дальнейшем вы можете по Закавказью совершенно спокойно передвигаться, путешествовать. Самолет по маршруту Казань-Ереван будет летать еженедельно. По вторникам уже к лету регулярность авиасообщения планируют увеличить до 2 раз в неделю. На этом сюрпризы для татарстанских путешественников не закончатся. Скоро на табло Казанского аэропорта появится еще одно международное направление. Это рейс в Тель-Авив. Алена Струминская, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань.